частности, занимаемся семенным картофелем, продовольственным картофелем, выращиваем огурцов, мы выращиваем мини-клубни картофеля. То есть микрорастения сейчас черенкуются в лаборатории, их надо размножить, это непрерывный процесс. Мы должны получить мини-клубни, потому что это начало картофеля, это семенной фонд. Его терять очень, потом это будет очень сложно нарабатывать. И здесь огурцы у нас в теплице растут, мы не можем просто взять и убрать эти огурцы, это то же самое, непрерывный процесс. Если мы не высадим сейчас, поля не обработаем, мы ничего не получим, и это приведет к серьезным последствиям для нас. В связи со сложившейся ситуацией мы решили закрыть все наши заведения общепита. Мы распустили весь персонал домой, сохранив, естественно, среднюю заработную плату. Помимо общепита мы занимаемся производством воды, производством напитков, сельскохозяйственным производством. В общей сложности в компании трудится около 1000 человек. Мы делаем, понимая всю сложность ситуации, делаем все возможное, чтобы обезопасить наших сотрудников. Мы обеспечили всех необходимыми средствами защиты, это маски, перчатки, дезрастворы. Конечно же, очень сложно работать в условиях сегодняшних. То есть этот вирус создает большие проблемы в работе. Больше всего это сказывается на реализации нашей продукции. Связано это с закрытием большинства точек продажи, в том числе и в регионах. Но я думаю, мы справимся. Также компания всячески думает, как помочь республике, населению республики. Недавно мы закупили 100 тонн спирта, которые передаем правительству республики, которое в свою очередь уже распределит его по государственным учреждениям, по медучреждениям. Также после того, как перестал ездить общественный транспорт, мы организовали своими силами доставку сотрудников на работу, с работы домой. Очень надеюсь, что совместными усилиями, благодаря сознательности наших граждан, наших сотрудников, мы справимся с этой ситуацией и вернемся к обычному ритму жизни и к стандартному рабочему процессу.